Дома строятся, но не оформляются. В таком случае предупреждают сотрудники администрации ответ один. Благ цивилизации не проложить. Газоснабжение, водоотведение и свет. Все это доступно только после официального ввода жилища в эксплуатацию. Специалисты начали обход с восточной части Малгобека, а именно с дома, расположенного на улице Нурадилова. Алихан Албаков начал строительство своего дома более 1,5 лет назад. Завершить планирует к концу 24-го. О необходимости оформления прекрасно знает. Говорит, что уже занялся этим процессом. Сотрудники администрации предупреждают, по закону неоформленные дома не имеют права подключать к коммунальным сетям и заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями. И для этого специалистами еженедельно проводятся обходы. Следующим домом для информирования стал по адресу Хаматханова, 4. В этом неоформленном доме живут уже 2 года. Сотрудников городской администрации встретил глава семейства Мухажир Астемиров. Предыдущий владелец земельного участка, он был в отъезде, поэтому не все документы были у меня на руках. Поэтому с оформлением домов мы немножко задержали этот момент. Сейчас все документы мы уже сдали в МФЦ. Я думаю, в течение месяца дом уже будет оформлен. Уже провели межевание, все, что нужно сделать, уже сделали. Соответственно, через месяц после оформления к этому дому подключат газ. Его проложили пока только до участка. В восточном районе Малгобека более 900 участков, которые находятся под контролем городадминистрации. Следующее частное домовладение уже посещали специалисты в прошлом году. Тогда у хозяина был оформлен только земельный участок. А сегодня Дауд Арсамаков предоставил всю документацию, подтверждающую регистрацию права собственности на домовладение. Хозяин также уже подал заявку на бесплатную догазификацию. Документы оформить газ линии, но кусочки. Помимо ограничений подключения к коммунальным сетям, неоформление дома может привести к другим неприятным последствиям. Благоустройство территорий, строительство школ и садиков – все это исходит из показателя ввода жилья на той или иной улице. И, соответственно, от того, что домовладения имеются, но не зарегистрированы, они не фиксируются. Причины неоформления разные. Многие жители попросту не в курсе этого. Большинство случаев там у нас жители пожилого возраста не знают, что как раньше через БТИ оформлялось, а сейчас уже новое законодательство, нужно регистрировать, провести межевые работы, кадастровый учет. Без этого никак, люди не знают, думают, что у них все есть. Когда мы спрашиваем, у вас есть документы на дом и земельный участок, они показывают домовую книгу. Специалисты заявляют, дом согласно закону в любом случае придется оформить. В этом обещают оказать содействие сами представители администрации и сделать так, чтобы процедура прошла как можно быстрее. Изначально необходимо иметь при себе правоустанавливающий документ на земельном участке. Это распоряжение администрации о выделении земельного участка. На основании этого постановления он обращается к кадастровому инженеру, он готовит межевой план на земельный участок. Если на участке возведен дом, также готовит технический план здания. Администрации при подаче заявок в «Газпром» по социальной дегазификации выдается ситуационный план земельного участка. Остальные документы, дом на дом и земли, как он оформит, прикладывает и сдает в «Газпром». У них открыт пункт приема заявок по подключению бесплатной газификации до границ участка. В Малгобеке 5200 земельных участков выделено под ИЖС. Из них около 4000 оформлены и соответствуют законодательству Российской Федерации. С оставшимися рабочие группы будут и дальше проводить уведомляющие мероприятия. Мадина Цора, Асхаб Белкиев, Новости 24.